При этом, по его мнению, глобальные положительные выводы из данных о росте российского ВВП по итогам 2018 года делать не стоит, речь скорее идет о разовой истории. Комментируя в интервью «Ведомостям», рекордный с 2012 года рост ВВП, 2,3%, который в начале февраля зафиксировал Росстат, Орешкин отметил, что в этой цифре следует учитывать много разовых факторов. Среди них он назвал увеличение добычи нефти на фоне выхода из первой сделки с ОПЕК, большой вклад финансового сектора на фоне неустойчивого и опасного бума потребительского кредитования, ускорение роста запасов, также носящие краткосрочный характер. При этом рост инвестиций еще очень далек от целевых уровней, заметил министр. И главное, если вы посмотрите на факторы роста, поймете, что он не там, где это может ощущаться населением, например, в изменении объемов добычи нефти, подчеркнул глава министерства. По прогнозам его министерства, рост ВВП на текущий год составит 1,3%. Орешкин также признался, что его, как и других экономистов, удивили цифры Росстата по росту ВВП. У нас с Росстатом в части подготовки статистических данных выстроена так называемая китайская стена. У сотрудников Минэкономразвития полный запрет даже на попытки обсуждать статистику с коллегами из Росстата до ее выхода, объяснил он, подчеркнув, что узнал о росте ВВП в 2,3% одновременно со всеми, также удивился. По данным Росстата, рост экономики России по итогам минувшего года составил 2,3%. Это стало рекордом с 2012 года.